Протесты в Киеве, Трамп защищает Москву, а Путин отказался от мира. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Европа пытается заполнить пустоту. Как Украина собирается справиться без данных от американской разведки? РФ меняет тактику удара по Украине. Эти события совпали с переговорами Москвы и Вашингтона. Что дальше? Россия начинает блокировку Телеграма. Первым стал Северный Кавказ. С этого региона аналитики прогнозировали развал РФ. Детали. Бюстгальтер протез, женщины-пилоты дрона и тюрьма за призыв к санкциям. Обзор важных событий. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Отношение Трампа к Путину, в частности его симпатия, становится как никогда опасной. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Авторы материала считают, что восхищение, которое Трамп испытывает к Кремлю, изучается вдоль и поперек долгие годы. Но теперь могут быть серьезные последствия. Гнев американского президента по поводу так называемого российского заговора не утихает уже несколько лет. В частности, после его первого президентского срока, когда в США проводили расследование о причастности России к победе Трампа. Сейчас же обида на демократов зашла так далеко, что теперь республиканец воспринимает Путина как союзника в роли жертвы, уточняет издание. Путин годами формировал взгляды Трампа об Украине, и сегодня их публичные заявления о войне почти не отличаются. Когда Трамп и Путин впервые встретились лично на саммите в Гамбурге в июле 2017 года, российский президент потратил значительную часть беседы на дискредитацию Украины, называя ее коррумпированным и искусственно созданным государством. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что сейчас Путин получает столько, сколько не могли себе представить ни бывшие сотрудники КГБ, ни сам Путин ранее. Трамп то критикует Кремль, то защищает Путина и оправдывает его удары по Украине. Приход Трампа в Белый дом совпадает с резким ростом российских атак. Новая волна агрессии началась в январе, за несколько недель до инаугурации нового президента. А пик активности пришелся на февраль, когда новая администрация уже сидела в Белом доме. Это отмечают аналитики Американского института изучения войны. Особенно заметен рост атак после милой полуторачасовой беседы Трампа и Путина, которая состоялась 2 февраля. Второй всплеск ударов зафиксирован уже после переговоров США и России в Саудовской Аравии. Тогда по приказу Путина в сторону Украины полетело практически 7 десятков ракет и 2 сотни шахедов. В ЕС говорят, что Путин таким образом публично показывает, что отказывается от мира. Российские ракеты продолжают беспощадно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин в очередной раз показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку, иначе еще большее число мирных жителей Украины заплатят самую высокую цену. Европа спешно пытается заполнить пустоту, которая образовалась после того, как Америка отказалась помогать Украине, в частности, перестала делиться разведданными. Теперь проблемы упадут на плечи других тяжеловесов НАТО, на Лондон, Париж и, вероятно, Берлин. Но и они вряд ли могут с таким размахом, как США, помочь Украине. Об этом пишет издание «Политика». Эксперты напоминают, что американское разведывательное сообщество, включающее 18 агентств, значительно превосходит любую из европейских разведок, особенно в сфере спутниковых технологий и аналитических возможностей. Приостановка обмена разведданными усилила тревогу в Европе по поводу того, как противостоять России, поскольку администрация Трампа все больше проявляет уступчивость к Москве и враждебность к Украине, в том числе остановив поставки оружия Киеву. Отношения украинской и американской разведок тщательно выстраивались на протяжении 10 лет, и отключение Киева от разведывательных данных – это самое разрушительное и враждебное решение со стороны США, считают бывшие представители НАТО. В то же время в Киеве прошли протесты, украинцы скандировали «Америка, проснись» под посольством США. Митингующие выступили против политики нынешнего президента Соединенных Штатов. Как считаете, услышат ли голос украинцев в Вашингтоне? Пишите в комментариях.
Президент снова на воле. В Южной Корее большое событие. После 52 дней за решеткой на свободу вышел отстраненный ранее глава государства Юн Сок Йоль. Его освобождение стало возможным после решения суда, который отменил предварительное заключение Йоля по делу о мятеже. Политик вышел на свободу, уехал в президентскую резиденцию, но перед этим заявил, что благодарен судьям за мужество и решимость по исправлению незаконности. При этом уголовное дело против президента не закрыто. Как ранее рассказывала команда Нехта, в середине декабря прошлого года парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Йоля от власти. Причиной стало военное положение, которое он объявил с целью борьбы с политическими оппонентами. Такое решение вызвало волну возмущения среди граждан, и парламент смог быстро отменить военное положение. В России блокируют Telegram. Теперь официально он опасность для Кремля. Блокировка мессенджера, говорят, вынужденная мера для обеспечения безопасности, но пока только в Дагестане и Чечне. Решение, уверяют, принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Telegram оказался в черном списке, так как его часто используют недруги. Это была цитата. И эти слова принадлежат министру цифрового развития Дагестана Юрию Гамзатову. В качестве альтернативы он предложил жителям использовать российский мессенджер ВКонтакте. Интересно, но несмотря на блокировку недружественного Телеграма, им продолжает пользоваться глава Чечни Кадыров. Терять аудиторию в 2 миллиона, по всей видимости, не хочет. И накануне в Телеграме поздравлял женщин с 8 марта. Но прочитали ли они, неясно. А что вы думаете о блокировке Телеграма на Северном Кавказе? Аналитики неоднократно говорили о том, что развал России может начаться с Дагестана или Чечни. Полыхнет ли Кавказ и спасет ли от этого Кремль блокировка Телеграма? В Польше анонсируют выбросить на свалку закон о запрете абортов. Утилизацией этого законодательного документа обещает заняться мэр Варшавы, который хочет стать следующим президентом страны. В целом он так и говорит: если заменит на посту Дуду, то отменит эти средневековые табу. Если Сейму не хватит смелости, я внесу свой собственный законопроект и окажу такое давление на своих коллег в Сейме. И убежден, этот законопроект наконец получит поддержку, и мы наконец отменим этот средневековый закон против абортов. Я обещаю, что мы поступим именно так. Для меня это является приоритетом. В этом вопросе ничего не изменилось, дорогие дамы и господа, поскольку эти долгие месяцы и годы доказали, что права женщин действительно являются самой важной вещью для всех нас. Напомню, в январе 2021 года в Польше вступил в силу практически полный запрет на прерывание беременности, что привело к массовой волне протестов по всей стране. Критикуешь Лукашенко — в тюрьму. Призываешь, чтобы на его режим наложили санкции — в тюрьму. Новый виток репрессий в Беларуси. За последние 4 года не менее 188 человек были брошены за решетку по статье, которая звучит так: призывы к мерам ограничительного характера, то есть к санкциям. Среди осужденных — политики, журналисты, правозащитники и даже медики, которые теперь сталкиваются с длительными сроками заключения. По этой статье режим Лукашенко лишил свободы 46 женщин и 4 иностранцев. 157 осужденных были приговорены к лишению свободы в колонии. 39 человек получили сроки заочно, что еще больше осложняет их правовое положение. При этом 15 из политзаключенных, которым приписывают призыв к санкциям против Беларуси, имеют серьезные проблемы со здоровьем, находясь в условиях, которые только усугубляют их страдания, уточняет правозащитный центр «Весна». Несмотря на это, 5 осужденных уже отсидели свои сроки и 10 получили помилование. Бюстгальтеры-протезы – хит в Китае. Местная дизайнер создала такое нижнее белье не для тех женщин, у которых маленькая грудь, а для тех, кто лишился молочной железы из-за рака. Над разработкой и модернизацией белья женщина трудится уже 5 лет. Ее работы уникальны и пользуются спросом среди тех, кто перенес операцию на груди. Эмили говорит, что важной особенностью является регулируемая спереди бретелька, что делает бюстгальтеры удобными для женщин с ограниченной подвижностью рук. За время существования бренда было продано 12,5 тысяч таких бюстгальтеров-протезов. Ежегодно у более чем 350 тысяч женщин в Китае диагностируется рак молочной железы. Когда я начала работать с пациентами, они давали мне всевозможные отзывы о том, что грудные протезы выпадают, смещаются вперед-назад, вверх-вниз. Это происходит потому, что удаляемая область слишком велика, и протезу действительно трудно удержаться на грудной клетке.
Кроме того, они хотят красоты, а не тех уродливых вариантов нижнего белья, которые есть на рынке. Большинство из них действительно некрасивые. Это обычное белье с отверстием, в которое можно вставить протез. Женщины Индии становятся пилотами дронов, чтобы уничтожать вредителей и бороться за урожай. Новый вид заработка и новая профессия врывается на рынок труда этой страны. Хозяйки, которые ранее изредка покидали свои дома, теперь делают это чаще и с большим удовольствием, для того, чтобы пилотировать БПЛА промышленного размера весом до 35 килограммов. С помощью таких беспилотников они в первую очередь обрабатывают сельхозугодья и зарабатывают около $50 за смену, в то время как половина населения Индии имеет крайне низкие доходы, не превышающие и $100 в месяц. Кроме того, женщины обрабатывают поля без риска наступить на змею или скорпиона. Правительство Индии планирует сделать 15 тысяч женщин операторами дронов. Прежде всего, для нас это большое достижение – управлять дронами. Это не такая уж простая работа даже для обычного человека, особенно для женщин, которые привыкли сидеть дома. А сам факт выхода из дома часто считается чем-то значительным. Разрешат нам это или нет? Мы выполняем эту работу и получаем уважение от общества благодаря этому. Нас уважают и в наших семьях. И к тому же мы хорошо зарабатываем. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.